Это программа «Актуальное интервью» в студии Александр Хавренко. В Якутии стартовала Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей. Для участия в конференции в столице Якутии уже прибыли представители Китая, США, Индии, Малайзии, Непала, Словении и других стран. О конференции, о работе с одаренными детьми, об искусственном интеллекте мы поговорим сегодня с господином Фу Чаоминг, профессором Национального университета Тайваня. Добрый день, господин Фу. Откуда возникла идея организовать подобную конференцию и где участники дети? Okay, so this APCOS conference aims to promote science events for young scientists in this Asian Pacific area, especially to encourage. Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей возникла в качестве идеи, которая необходима для того, чтобы молодые исследователи, то есть школьники, могли показывать свои научные достижения и учиться в ходе этого показа. И это действительно очень важно, потому что это себе объединяет постерную сессию и также так называемую устную защиту своих проектов. Кроме того, данная конференция включает в себя и так называемые учительские семинары, где и специалисты будут рассказывать о своих достижениях по обучению детей в научном аспекте. И также это важно для того, чтобы юные исследователи могли познавать мир посредством исследовательской активности. А какие главные цели преследует эта конференция? The main aim of this conference certainly is to promote the young people. Соответственно, я хочу вам сказать, что данная активность, она включает в себе взаимодействие наших юных исследователей. И очень важно, чтобы они стали инноваторами с очень молодого возраста, когда они учатся в так называемой средней школе и также в старших классах обычной школы. И таким образом они не только создают новое, но и знакомятся с друг другом, чтобы потом вырасти и стать одной большой сетью исследователей по всему миру. И кроме этого, здесь происходит культурный обмен, который является очень важной составляющей частью для развития и нашего общества, и также общества юных исследователей. Probably help each other. Вы уже знакомы с проектами участников? Как можете их оценить с точки зрения эксперта? Yes, in fact, just now we look at the presentation. Я хочу сказать, что я только что прибыл к вам с судейства, где были показаны удивительнейшие работы юных исследователей. Особенно меня поразили проекты, которые ребята использовали инструменты, созданные им самими. Я был настолько потрясен и даже спросил у них, действительно ли вы создали эти инструменты, на что они ответили действительно. И потом я когда спрашивал их, то они ответили на все мои вопросы. И это поразительно. Кроме того, настолько удивительные были приготовлены препараты и также интересные методы исследования, которые я бы никогда сам не подумал. И я думаю, что в будущем эти ребята станут звездами в научном мире. А какие из представленных работ имеют научные перспективы? Yes, okay. So the student work Я хочу сказать, что и только что об одной работе, которую я еще упомянул вам, один молодой человек, местный, кстати, он сделал мюонный детектор. И это настолько продвинутая форма исследования, и его работы, и его результаты могут быть использованы сейчас во всех лабораториях мира. И это действительно так. Сейчас это кажется простым, но на самом-то деле это действительно очень уникальное изобретение. И я хочу сказать, что мы пытаемся здесь придвинуть идею, что ваши работы этих юных ребят могут быть использованы практически в индустрии. И это очень важно. И как раз я разговаривал с доктором Василием Павловым о том, что необходимо сейчас очень много приложить усилий, чтобы и предпринимательская часть здесь развивалась в наших проектах юных исследователей. А насколько, по-вашему, важно привлекать детей именно к исследовательской деятельности? Yeah, in fact, it is very important. Для развития человеческого общества очень важно, чтобы инновации происходили в довольно раннем возрасте детей, потому что это все начинает развиваться и добавляться еще и фундаментальная часть. И эти инновации становятся основой, на которой можно создавать исключительно полезные для человечества вещи практического значения. И это очень для нас является важным, и поэтому мы считаем, что молодежь должна очень сильно заниматься данной инновационной деятельностью в очень раннем возрасте. И все наши усилия будут направлены в этом направлении. А в вашей стране как организована работа с одаренными детьми? И самое главное, со скольки лет привлекают детей к исследовательской деятельности?
Okay, so in Taiwan we have a kind of Они действительно у нас могут заниматься с очень раннего возраста, и у нас есть такая особая программа в нашей стране, когда молодежь очень талантливая, дети, школьники, они могут участвовать в так называемых воскресных школах, которые организует особенно наш университет, это Тайваньский национальный университет, и во время этого летней воскресной школы мы даем очень сложные и очень продвинутые научные курсы. Кроме того, они начинают задумываться о своей инновационной деятельности, и в конце концов они что-то начинают изобретать и заниматься и показывать действительно интересные результаты. И мы считаем, что кроме этого они должны научиться креативно мыслить систематически и научным образом, и для этого еще и существует у нас очень известная тайваньская международная выставка достижений школьников, через которую мы также работаем. talent for that. А как вы думаете, вот одаренных детей, их лучше отбирать в специализированные школы или все-таки оставить им право обучаться в средних общеобразовательных школах наравне с другими своими сверстниками? Что для них лучше? So there always is debate. Yeah. Это действительно очень старый вопрос, который мы давно обсуждаем, и действительно имеется две школы понимания этого, два мнения, да, в этом случае. Первое, что надо на самом-то деле работать и в обычной школе, и поэтому в нашей стране очень популярны так называемые классы для одаренных детей внутри обычной школы, когда они занимаются по особой программе, которая является очень продвинутой, так как мы знаем, что очень одаренные дети, у них очень быстрый так называемая кривая обучения. И также можно сказать, что если они собираются вместе друг с другом, то обучение происходит очень быстро. И поэтому действительно может быть и так хорошо. Но я скажу, что когда обучаются в обычной школе, то у них есть возможность также учить других детей. И это очень важно. Обучение других детей это тоже показатель очень важный, и он дает очень сильное развитие для одаренных детей тоже. Я хочу сказать, что в России существует уникальная система обучения таких одаренных детей, которые происходят через так называемые научные школы. И в России это очень превосходно сделано, потому что мы можем это видеть в результатах детей, показанных в разных международных олимпиадах и прочее. Это и фундаментальные знания, которые дают эти школы. Я был здесь, в России, 4 года, работал вместе с вашими научными учреждениями, и я могу это подтвердить. А вот на ваш взгляд, какова роль родителей одаренных детей в их воспитании, в их становлении? Потому что, понятно, учителя, профессор, это все в школе, а вот дома, что должен делать родитель по отношению к своему одаренному ребенку? Okay, this is also very important if parents. Я хочу сказать, что действительно поддержка родителей очень важна, и тут существует два аспекта. Первый – это так называемый психологический аспект, когда на самом-то деле мнение родителей является очень важным для самого ребенка. И поэтому, когда родители интересуются наукой, когда они поддерживают это научное направление в детском в его работе интереса, то это очень важно для развития одаренного ребенка. А второе, когда родители начинают работать с школой вместе и занимаются тем, что помогают учителям развивать и раскрывать таланты своих детей. Одно из направлений конференции, которое идет, это искусственный интеллект. На ваш взгляд, искусственный интеллект это благо или зло для науки? Хочу сказать, что это всемирный тренд. Искусственный интеллект произойдет, если даже вы не хотите этого. Поэтому не стоит этого бояться. И я считаю, что на самом-то деле этот инструмент, он может быть использован в медицине, в производстве роботов и в других новых направлениях индустрии. И я считаю, что и чем раньше мы начнем нашим талантливым делателям давать эту возможность работать с искусственным интеллектом, то возможности его применения и использования будут безграничны. И я считаю, что не стоит бояться. Я считаю, что это исключительно полезно для всех нас. Профессор Фу, каковы перспективы Азиатско-Тихоокеанской конференции для юных исследователей? И сейчас мы находимся действительно в очень продвинутой стадии развития нашей конференции. Я, как являюсь один из руководителей данной конференции, предложил Совету, чтобы мы могли создать летом так называемые школы продвинутого исследования, которые мы в этом году и как раз и открыли. И доктор Павлов к нам привез наших участников из России, которые принимали участие в данной конференции. Они смогли принять
очень интересное и активное участие в летней школе по квантовой компьютерной науке и также молекулярно-биологическим исследованиям в области биологии и медицины. И я думаю, что такие продвинутые летние школы будут трендом в нашей конференции, и я считаю, что наша конференция должна пройти еще более продвинутый уровень. И я хочу сказать, что в этом году участники из России, участники из САХА показали исключительно высокие результаты, показали удивительные презентации и получили самые высшие награды и премии. И я хочу очень вас обрадовать, что наш университет, Национальный университет Тайваня, пригласил их в дальнейшем работать и учиться в нашем университете. И я считаю, что этот как раз тренд будет продолжаться, и ваши дети получат то, что мы все ожидаем. Новые продвинутые исследования в области информационных технологий. И это будет полезно для вашей страны, и для нашей страны, и для всего мира. Профессор Фу, огромное спасибо вам за эту содержательную и очень интересную беседу. Мы же можем пожелать вам только дальнейших успехов и надеемся на то, что наши дети в следующем году, на следующей конференции вас удивят не меньше, чем в этом году. Это было актуальное интервью о Азиатско-Тихоокеанской конференции юных исследователей. Мы беседовали с господином Фу Чаомин, профессором Национального университета Тайваня. Всего доброго.